Для каждого ингуша традиции и обычаи, составляющие главное наследие предков, непререкаемый повод для гордости. Ингуши уважают старших, искренне заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам и неизменно сохраняют дух добрососедства, передаваемый из поколения в поколение. Обычай гостеприимства – священный закон, обязательный к исполнению. Он настолько главенствовал в жизни ингушей, что мог на время отменить действие другого обычая – кровной мести. Встретившись в чужом доме, враги не имели права дать волю чувствам и предпочитали делать вид, что просто не видят друг друга. В каждом доме гостю предназначалась лучшая комната, а зажиточные люди даже возводили специальное строение. Особый церемониал в традиции гостеприимства – это угощение каждого оказавшегося на пороге. Ингушская свадьба – большой и веселый праздник. Его всегда очень любила молодежь, которая охотно участвовала в подготовке к ингушской свадьбе. Девушки вышивали платочки и шили платья, ведь на свадьбе они могли попасть в поле зрения семьи потенциального жениха. Парни разрабатывали сценарии развлечений, чтобы гости не скучали. Как правило, сватались зимой или в начале весны, а саму свадьбу по традиции устраивали после всех работ на поле, то есть в середине осени. Подготовив все необходимое, родственники будущего мужа отправляли стариков, чтобы согласовать детали свадьбы и время ее проведения. Сватают невесту многочисленные родственники жениха. Ритуал повторяется трижды, и лишь тогда отец избранницы берет выкуп за дочь и определяет день торжества. За день до него родные жениха отправляли родным невесты холчак в виде баранов, мешка муки, сахара или других продуктов. Отец девушки мог отказаться от даров. Нельзя было отказываться лишь от баранов. Близкие родственники перед свадьбой приезжали к жениху, чтобы подготовиться к этому знаменательному событию. Большие знаки внимания оказывались не только родным, но и всем родственникам со стороны зятьев, снох и непременно старикам. В доме парня свадьба длилась 3 дня, а у невесты 1 день. Мужчины и женщины отмечали праздник, находясь в разных комнатах или домах. Раздельно сидели и люди разного возраста. Старики отдельно, молодежь отдельно. Количество гостей зависело от того, насколько много родственников у молодого человека и насколько состоятельна семья. Ингушская свадьба имеет такую интересную особенность, как свадебный кортеж, который отправляли за невестой. Раньше это были лихие наездники во главе с отцом жениха. Теперь дорогие автомобили под предводительством одного из уважаемых мужчин рода. Родные невесты встречают кортеж музыкой и угощением, а сама девушка после прибытия кортежа начинает облачаться в свадебный наряд. Родственники невесты пели обрядовые песни, которые носили шуточный характер. Невеста, уезжая из дома, не должна была оглядываться назад, чтобы ненароком не быть отвергнутой женихом. После трогательного прощания кортеж отправляется в обратный путь и, объехав по дороге всех односельчан, привозит девушку к дверям ее нового дома.
Одна из родственниц жениха стелила под ноги невесты коврик и веник, который девушка потом поднимала и откладывала. Другая осыпала молодую конфетами и монетами. Таким образом, девушки желали достатка и сладкой жизни. Также свекровь невесты давала мед и масло, приговаривая, чтобы она была такой же, как эти продукты, мягкой и сладкой, то есть ласковой и послушной в своей новой семье. Давали невесте на руки и младенца, мальчика. Так девушки желали стать матерью сыновей. Если в доме есть еще невестки, то они поздравляют молодую. Танцуя, они произносят ей пожелания, общий смысл которых сводится к следующему: быть хорошей хозяйкой и примерной женой, но не затмевать других с ног своими добродетелями, дабы свекровь относилась ко всем одинаково. Обряд венчания проходит в отсутствие жениха. Ему все 3 дня свадебного торжества приходится скрываться у своих друзей. Ингушское воспитание целиком и полностью подчинено главой семьи – подготовить подрастающее поколение ко взрослой жизни. Мальчик с раннего детства должен понимать, что ему предстоит стать главой семьи, ее защитой и опорой. Именно поэтому уже с 7 лет сыновей воспитывают мужчины. Так формируется дисциплина и патриотизм, послушание и чувство коллективизма, выдержка и терпение. В целом, среди методов воспитания в ингушской семье основными являются собственный пример и наставление. Детей нельзя было ни наказывать, ни ласкать в присутствии посторонних. А чтобы дети считали главной ценностью семейное согласие, отцу запрещалось ругать мать при детях. Мальчики должны были обладать самоотверженностью и выдержкой, а девочки – терпеливостью и верностью. Традиции и обычаи – важные элементы культуры народа. Вопрос ее преемственности между поколениями – это и есть вопрос сохранения самобытности народа. В новых условиях жизненные традиции лишь приобретают дополнительные нюансы, оставаясь частью общечеловеческой культуры.